Всем привет! Сегодня мы продолжаем с вами работать с 3D-программой Blender. И мы сегодня с вами пройдем очень интересную, немножко сложную, но новую тему. Но перед этим я хочу вам рассказать, что вышла новая версия Blender, и предлагаю вам обновить ее, зайти на официальный сайт blender.org и скачать новую версию 2.83.5. Нажимаем на эту кнопку, и вы перейдете на страничку скачивания. Скачивайте через эту кнопку, если у вас Windows. Программа, она весит совсем немного, 135 мегабайт. Старую версию удалять не надо, просто устанавливаете новую, и она перезапишет старую. Когда вы запустите новый Blender, у вас появится вот такая заставка, и вы заметите, что здесь поменялся рисунок. То есть это такая фишка блендера, с каждой новой версией здесь меняется заставка. Также здесь будет написана версия, с которой вы работаете. Хорошо, приступаем. Мы на прошлых уроках с вами научились самым главным основным инструментом 3D-моделирования. Но с каждым разом, когда мы будем усложнять наши модели, будем усложнять нашу работу, мы будем проходить новые и новые темы. Если вы что-то подзабыли, что-то не помните, все уроки наши записаны. Советую пересматривать их, если где-то что-то уже подзабыто, и в описаниях читать, что мы проходили на уроке, и искать нужную вам тему. Прежде чем мы начнем с вами моделить, немножко расскажу сегодняшнюю тему. Если мы берем объекты простые, которые окружают нас в повседневной жизни, это, например, мебель, то любая мебель обычно бывает симметричной, да, то есть она повторяется с одной стороны, и с другой то же самое. Допустим, вот как здесь ножки повторяются, или вот с этих сторон, справа и слева у нас достаточно сложный моделинг, который бывает сложно повторить на одинаковом расстоянии, не допустить ошибок и смоделить одинаково со всех сторон, да? Вот такие модельки могут быть, такие комоды, стульчики и так далее. Давайте мы на примере простой модели дивана рассмотрим, как же его правильно и симметрично замоделить. Для этого мы возвращаемся в Blender. У нас выделен наш куб, с которого мы начинаем обычно работу, да, и где находятся модификаторы. То есть наша новая тема — это модификаторы. Они упрощают работу моделера, ускоряют наше время. Мы можем моделить абсолютно без них, но с ними проще и быстрее. Модификаторы, они находятся на правой панели. Выглядит вкладка в виде ключа гаечного, да? Нажимаем сюда. Здесь у нас выходит небольшое окно, которое кликабельно. Мы видим большой такой список. Мы будем с вами работать только со второй колонкой, где есть список нужных нам модификаторов. Сегодня мы пройдем модификатор, он называется Mirror. Вот он. Нажимаем на него, и появится такое меню справа. Mirror в переводе с английского означает зеркало, да, то есть мы отзеркаливаем наши объекты, повторяем какие-то его части по какой-нибудь оси, да, то есть у нас есть X, Y, Z. Сейчас мы уже модификатор активировали, но при этом мы видим, что объект, он не поменялся, он одинаковый, ничего не произошло. Мы его можем подвигать через Grep, но все равно нету никаких изменений. Чтобы эти изменения увидеть, мы должны с вами зайти в Edit Mode через Tab. Да, переходим в Edit Mode, мы как бы зашли внутрь объекта, и теперь давайте вот подвигаем углы.
Ну, мы видим, что есть вот повтор, но есть некая проблема, то, что у нас объект повторяется, и сейчас в данное время у нас куб внутри куба. Есть два куба, и они повторяются. Мы сейчас, обычно, когда мы начинаем работать с миррором, и мы работаем с ним в edit моде, желательно вот удалить ту половину, ту часть. Ой, мы не поставили туда. Давайте на единичку нажмем на нампаде. Это такая, как калькулятор выглядит справа на клавиатуре. Мы нажимаем единичку и переходим в вид спереди. Мы здесь Ctrl-R ставим разрез и удаляем лишние вертексы. Выделяем через Shift вот эти 4 вертекса. Нажимаем на английскую X и удаляем вертексы. Все. Теперь мы видим, что у нас объект, он повторяется. То, что мы делаем справа, у нас повторяется и слева. Давайте мы замоделим сейчас простенькую модель дивана. Скелим объект, это будет нижняя часть. И также мы можем, посмотрите, грэбом потянуть по X. Что происходит в этом случае? Да, у нас объект, он как бы раздельно идет. Давайте мы возьмем в режиме фейсов, будем работать с этим фейсом. Грэб по X, потянули, вот у нас появился нижняя часть. Пускаем разрез с этой стороны. У нас будет спинка. И с этой стороны. И вот теперь, когда мы будем работать с нашим объектом, так, экструдом поднимаем его наверх, мы видим, что объект, он полностью симметричный, то, что происходит. Справа у нас повторяется слева. Это очень удобно, если мы вот делаем сложные модели. Давайте вот здесь мы еще сделаем экструд. Нет, Ctrl-Z возвращаем. Давайте лучше только одну сторону. Вот, да. И начинаем как бы улучшать нашу модель. К примеру, спинка, она не может быть такой прямой. Давайте мы немножко добавим скос. Возьмем в режиме Edge клавиша 2, грэбом пускаем по Y. То есть вот так вот немножко добавляем грэб по Y. Добавляем небольшие вот такие выступы, чтобы как-то поинтереснее сделать нашу модель. Здесь тоже можем добавить грэб по X, здесь немножечко. И посмотрите, все, что мы делаем с этой стороны, у нас повторяется с этой. Это очень-очень удобно. Теперь мы сделаем ножки. Сделаем ножки, Shift, добавим здесь маленький цилиндр, уменьшим его, грэбом поставим. Пользуйтесь обязательно вот видами камер, единица, тройка, чтобы видеть объект с разных сторон. Скелем, ставим ножку. Давайте вот эту нижнюю часть фейс в режиме фейсов немножко уменьшим и грэбом по Z потянем. Смотрите, помните, на прошлом уроке мы узнавали, что объект можно выделить. Вот мы отпустили цилиндры, полностью сейчас уже его трудно будет полностью выделить. Для этого мы выделяем один фейс, Ctrl-L, выделяем весь объект и снова его двигаем. Смотрим сбоку, где он должен находиться спереди. И давайте Shift-D его еще и скопируем по Y. Вот так, спереди, сбоку. Все, мы сделали такой вот диванчик, и он у нас полностью симметричен. Давайте мы еще добавим сюда, вот на этой картинке, небольшие такие подушечки. Пока они у нас будут квадратные, ничего страшного, в будущем мы научимся с вами, как делать
мягкую мебель, как делать круглые, скругленные объекты. Давайте добавим шрифта куб новый. Давайте сделаем ему форму подушки. Проскейлим. Scale to Z. Так вот, его поставим. Тоже пользуемся видами камер. Scale по Y. Берем его. Ой. Так. Угу. И вот у нас появилась подушка. И видите, вот эта подушка, она должна повторяться и с этой стороны. В этом случае, чтобы работать с ней, и она была симметричная, давайте ей тоже, смотрите, модификаторы у объекта появляются вот справа. Если мы другой объект создаем в Object моде, здесь уже нету никакого модификатора, и он не повторяет. И если бы мы эту подушку добавили, давайте удалим его и добавим внутри объекта, то мы видим, что оно будет повторяться тоже. То есть давайте мы сделаем эту подушку внутри объекта в Edit моде, чтобы у нас объект был симметричен. И в таком случае давайте сделаем такую подушку. Scale по Y немножечко. Ну, пусть Ctrl-L вас не смущает то, что у нас объект немножко такой еще не мягкий. Мы этому научимся, пока мы делаем общую модель. И у нас получается... Можно еще вот этот фейс немножко проскейлить. Так. Получилась модель дивана. Теперь вы знаете, как пользоваться модификатором, что это такое. На следующих уроках мы продолжим, узнаем разные функции нового модификатора Mirror. Познакомимся с ним поглубже, поработаем. До следующих уроков. Всем спасибо за внимание.